Так, друзья, добрый день, с вами Сергей. Сегодня поговорим про то, женская часть населения задает вопрос, почему к женщинам, к девушкам на Кавказе пристают мужчины. Постараюсь вам дать основные рекомендации, исходя из своего знания, исходя из своего опыта. Опыта не приставания, а именно опыта житья в этой стране. Я к Абхазии, я не кавказец, но я к Абхазии имею непосредственное отношение, я люблю эту страну. Итак, самое главное, первое, это одежда, ваш внешний вид. Если у вас открытая одежда, мужчины на Кавказе воспринимают это как витрину, а то, что у вас там выложено, это товар. И на этот товар находится купец. Поэтому, когда мужчина видит товар лицом, все открыто, все замечательно, говорит: ох, слушай, красавица, я к тебе иду. Не удивляйтесь, что он к вам придет в обязательном порядке. Поэтому одежда должна быть скромной. Не, кто-то из женщин, непосредственно из девушек, приезжает за этим. И поэтому товар выкладывает лицом. Но мы сейчас говорим про то, когда женщина приехала отдыхать, и ей вот это не нужно. Просто море нужно, вино, прочее. Не связанное с ухаживанием мужчины с Кавказа. Я специально обобщенно говорю мужчины с Кавказа. Почему? Потому что там не только абхазы, да, там армяне, там грузины, которые не воевали, там греки, там даже эстонцы есть. Есть поселок эстонский Сальма. Ну так вот, первое — одежда. Второе это то, как вы даете какие-то знаки. Посмотрели искоса на мужчину, все, она на меня посмотрела, она моя. Это так мужчина рассуждает кавказский. Значит, стрельнули глазками, что-то сделали комплимент. Вот это вообще недопустимо. То есть при мне едет женщина в такси, маршрутно, говорит: какой вы водитель, как вот вы красиво все объезжаете. Что она этим хочет сказать? Хочешь поблагодарить, скажи скромно спасибо. Не надо делать комплимент кавказскому мужчину, потому что он этот комплимент истолкует абсолютно по-своему, что вы к нему хотите прыгнуть на колени, ну и так далее. Поэтому удивляться не надо, что он потом к вам придет домой и скажет: слушай, ты что мне мозги делаешь? Ты мне сегодня и сказала, что я тебе нужен. Почему ты на меня внимание? Со мной так нельзя поступать. Вот, кстати, то, что как вы привыкли поступать, что это прокатывает в России, это не прокатит на Кавказе, потому что там другие мужчины. Там абсолютно другое поведение у мужчин. Они по-другому толкуют. Ну, в общем, все по-другому. Если вы приехали в эту страну, будьте добры соблюдать неписанные, негласные какие-то правила, обычаи и прочее. Это второе я вам сказал. Значит, третье я вам хочу сказать. Не дай вам Бог принимать от мужчины на Кавказе вино, бокал, угощение, застолье какое-то прочее. Это тоже истолкуется то, что все, мужчина вам налил, вы должны в этот вечер быть с ним. Убежать не получится, слиться не получится и прочее. Но если вы любительница острых ощущений, попробуйте. Увидите, что не получится. Неоднозначное поведение, то, что когда вы вроде бы да, он вам нравится, вроде бы он вам не нравится, вот это все будет истолковано вообще. Слово «не нравится» нет. Посмотрели, выпили с ним бокал вина, все, он вас увел к себе в номер, там куда-то еще что-то, на пляж. Там тепло, на пляже все. Вот. И да, по поводу танцев то же самое. Если вы с ним танцуете, все, вы от него больше не отвяжетесь. По поводу слов скажу пару слов. На Кавказе словам дают очень большое значение. Вы как женщина, вы, конечно, будете иметь некоторые привилегии. Что с бабы взять, типа того.
Но нельзя обзывать людей, нельзя говорить им гадости. За это вы будете отвечать по местным обычаям. Здесь люди привыкли к словам относиться с пиететом, с определенной ответственностью. Поэтому даже если вам что-то не понравилось, нельзя обзывать человека, нельзя говорить, что он там пидорас или там маму его и прочее. Это вообще не говорятся такие вещи. Просто спокойно, если к вам пристают, сказать спасибо не надо. Если вы хотите усилить ситуацию, говорить, что у вас муж там, брат на ССДО, что у вас муж на СВО, что ваш жених на СВО, здесь к этому с пониманием отнесутся. В общем, если вы сами повода не дадите, никто вас пальцем не тронет. Поэтому будьте осторожны во внешнем виде, в поведении, в словах, и все у вас будет нормально. Ну, в общем, это основные советы, которые я вам дал. Если понравилось, лайк поставьте, подпишитесь на канал, дальше будем выкладывать еще более интересные ролики, какие-то рекомендации из опыта. Ну, с вами был Сергей, пока.